в столице Татарстана. Эмилия Хаким, ТНВ, Казань. В Казани впервые прошел концерт немецкой группы «Григориан». В их репертуаре знаменитые поп- и рок-композиции, перепетые в стиле григорианских хоралов. Прочувствовать средневековую мистику пыталась Маргарита Петрова. Российская часть турне началась в конце сентября с Москвы. Группа уже успела побывать на Урале и в Сибири, в планах доехать даже до Мурманска. Эту гастроль организаторы изначально анонсировали как самую зрелищную за всю историю коллектива. Хотя роскошные декорации до России и не доехали, атмосфера мистики осталась. Друг друга музыканты называют братьями. Пусть сутаны и в блестках, но на лицах средневековое равнодушие у тех, кто постарше, и благочестие у юных певцов. Впрочем, они подчеркивают, Григориан – это не что-то религиозное. Конечно, атмосфера, которую мы пытаемся создать, мистическая, мы используем средневековые элементы. Но Григориан — это просто хорошая музыка и способ сделать людей счастливыми. Они признаются, что с музыкой любят экспериментировать. Свой первый альбом записывали в церкви, а создать атмосферу помогали 200 свечей. В репертуаре группы рождественские мелодии, хиты Битлз, Рамштайн. Перепели музыканты даже Селин Дион, а в Казани прозвучали знаменитые саундтреки. Братья не по крови, а по духу. Благодарили публику на русском с очаровательным акцентом и хвалили Казань. Казань совершенно новое для нас впечатление. Здесь другая культура, архитектура. Одно из наиболее интересных мест, которые мы посещали. В России группа не впервые, но так масштабно по ее просторам раньше не колесила. В команде есть русские скрипачка и вокалистка, принцесса. Так братья назвали Еву Мали. А зрители после делились. Хорошо, что сходили на это загадочное шоу. Маргарита Петрова, Андрей Корсинский, ТНВ, Казань.